Быть матерью– это не только почетная миссия и огромное счастье, но и большая ответственность и колоссальный труд. Именно поэтому государство оказывает всемирную поддержку материнству и охране детства. Эти слова на всех своих выступлениях произносит председатель регионального общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова. Именно она, Прасковья Петровна, героиня нашего сегодняшнего выпуска, вот уже более 10 лет объединяющая усилия матерей по созданию здорового климата в семье и укрепляя важность их позиций в обществе, поведает нам свою историю жизни, расскажет свою историю любви, поделится сокровенными мыслями о папе и, конечно, о любимой маме. Родилась я в Нижнеканкаласском Улусе, в Мегуренском наследии, в селе Матта 28 января. В зимний такой холодный самый день появилась я на свет. Когда маленькой Прасковье исполнилось 5 лет, ее семья переезжает из района в пригород Якутска, в поселок Геологов, где она проучилась до 8 класса. Старшее звено заканчивала уже в городе, в школе номер 26. Каждый раз после уроков девочка торопилась домой, чтобы помочь маме по хозяйству. В многодетной семье ценилась любая работа. Здесь труд всегда был в почете. К этому приучила своих детей мама Наговицына Александра Фомична. Мама моя – это великая труженица. Она все делала быстро, работала на 2-3 работах. У нее все спорилось в руках. Мама моя повар по профессии, 45 лет простояла у плиты. До сих пор она очень много рассказывает о своей профессии. Ей сейчас 87 лет, но она любит так вот, скажем, готовить, да, скучает. Хотя она сейчас совсем, уже слепая стала, слепла, но руки у нее помнят, тесто, фарш, там все это она своими руками лепит, делает. И она всегда, когда начинает, руки прикасаются к тесту, каким-нибудь случаем рассказывает из своей рабочей профессии, рабочих будней тех лет. Всегда проверяли их, приходили, сколько стоит пирожок в граммах, там, да, не дай бог, если там сколько-то 1 грамм будет недостача, то прям высчитывали у них зарплаты или даже лишали премиальных и так далее. Поэтому у нее руки прямо точно, как на весах, 75 граммов там котлета, что ли, должна весить. Вот она вот так вот берет фаршем, руки так вот прямо и ровно так вот раз, 2, 3, вот так все у нее быстро, и все эти кружочки фарша у нее одинаковые, и все по весу 75 граммов получается. До автоматизма у нее руки так вот. В доме всегда была горячая еда, горячая пища. Утром всегда завтрак был горячим, всегда что-то стряпное было, булочки или пирожки, там, блины, что такое, все это. Конечно, мама заботилась. Я ее всегда узнавала по запаху. От нее всегда пахло пирожками. Всегда вот запах пирожков. Вот. У нас как-то, когда она появлялась, у нас всегда появлялся в доме вот такой теплый запах пирожков. Вот это вот ранний подъем, они же повара рано встают, в 4 часа встают. У нее еще она еще вела свое хозяйство, у нее была своя живность, корова была. Надо было ей подоить корову и потом бежать на работу поваром, да, и вот, понимаете, вот это очень, я сейчас представляю, да, какой на нее это был, тяжелая физическая работа, и она вот с этим справлялась. Но она умела следить за собой, мне очень это нравится в маме. Я помню, мы с ней бежим на родительское собрание, раньше часто такое вот практиковали вместе с детьми почему-то. Вот мы вместе идем, и она вот идет со мной, одела каблуки, она любила каблуки, в малые годы она всегда ходила на каблуках, достает свой карандаш, прямо на ходу зеркало, на ходу вот так вот красится, губы подкрасит, все это на ходу, вот пешком со мной, я за ней бегу, и вот быстро-быстро идем на родительское собрание. У нее такое есть женское начало, одеться хорошо, выглядеть хорошо. Мама моя любила, и сейчас любит хорошо одеваться. Я сейчас люблю ее очень наряжать, маму. Один раз она такая вот одетая, хорошо пришла на какой-то юбилей чей-то. И все подумали, что это какой-то министр пришел поздравить юбиляра.
ждали с Министерства образования эти представители, и почему-то подумали на нее, что вот она с министерства пришла поздравить юбиляра. Такой у нее был представительный вид. Смеялись, но мама вот это любит. Отец мой родной умер, когда мне было год с чем-то. Сам тоже Мегинский, работал в сельском доме культуры. Заведовал там библиотекой, знался с артистами, вечерами пропадал в клубе, играл на баяне очень хорошо и пел, говорят. У него был сердечный приступ, и он 24 года умер. Меня воспитывал отчим, отчим, которого я очень любила. Я знала, что я не родная, но такого вот деления у нас никогда не было. Он для меня был папа и папа, я его никак по-другому не называла, его называла папа. Я всегда ставлю его в пример. Надо ж так, какой у меня отчим был молодец, и как он меня как-то вот из всех детей он только слушался меня, воспринимал меня почему-то. Я не знаю почему, но вот мне мама рассказывала, что когда он появился, он, может быть, ходил свататься к моей матери, я сразу потянулась к нему ручками, и он, знаете, вот как-то вот так почувствовал какую-то вот эту тягу, что ли, такое какое-то притяжение между мной и им получилось, и он очень обрадовался, говорят. И с тех пор вот эта связь, какая-то любовь, вот так вот у нас между отчимом и мной, она так была, и хотя был тоже малограмотным человеком, 7, что ли, классов у него было образование, да, но он очень много читал. И вот эта вот любовь к чтению, к книгам от него передалось и мне. Он нянчил мою вторую дочь, она была у него любимицей. Это уже внучка, она хотя не родная по крови, но вот эта внучка до сих пор скучает по дедушке, до сих пор мы его вспоминаем. Помог нам состояться как-то в нашей семье. Егор Афанасьевич тогда работал уже руководителем предприятия. Я работала по партийной комсомольской линии. Нам совсем некогда было дома, как-то так, не хватало времени. И вот наш дедушка, наш папа помогал нам, чем мог. И, конечно, его вспоминаем всегда хорошим, очень таким добрым словом. Мне даже люди, которые говорят, что у тебя есть ангел-хранитель. И этот ангел-хранитель почему-то старичок, такой маленький, сухонький старичок. Он был маленького роста, сухонький. Я сразу поняла, это мой папа, говорю, ангел-хранитель твой. Так интересно, да, очень. Так сложилось, что ангелом-хранителем в жизни Прасковьи Петровны был не только папа. Встречались на ее пути добрые, отзывчивые люди. Кто-то стал хорошей подругой, а кто-то наставником. Я никогда не думала, что я пойду в область сельского хозяйства. Я как-то в 10 классе, я очень устала. Такой напряженный год для меня был, может быть, в связи с переездом на новое место, в новую школу, подготовкой к экзаменам. Я почувствовала очень сильно большую усталость, такое нежелание учиться дальше. Но сдала тоже документы на иностранный факультет, немецкое отделение. Первый экзамен сдала, второй экзамен сдала, а потом почему-то я не пошла на экзамен. И маме сказала, что я провалила. Не хотела дальше я вообще учиться. И я думала, я поработаю. Я 3 года работала. Как раз такой был девиз, школа производства ВУЗ. 3 года я отработала на якутской птицефабрике. На якутскую птицефабрику меня привела моя новая такая подруга, с которой мы познакомились после окончания школы. Она сказала, пойдем-ка, у нас есть очень много молодежи работает, у нас есть комсомольские молодежные бригады даже все, молодежи много, поработай. Я решила с ней поработать, и 3 года прямо с таким большим желанием, с охотой работали. Действительно, мы создали там комсомольскую молодежную бригаду, молодежь работала, наша бригада была лучше тоже. И даже я принимала участие на слете передовиков от якутской птицефабрики. И на этой якутской птицефабрике меня приняли в партию. И я сейчас очень благодарна первому директору якутской птицефабрики Дмитрию Ларионовичу Ягодкину, который
возглавлял со дня основания эту птицефабрику 1969 года. Это был очень передовых взглядов человек, руководитель, который очень заботился о коллективе, который так настроил коллектив и на работу. И благодаря вот такому руководству состоялся очень крепкий, хороший, отлаженный такой коллектив. Я была на хорошем счету, и как-то вот это вдохновляло нас и на работу, и на общественную работу. Была комсоргом в группе и так далее. И вот этот вот общественный дух, общественная работа у меня появилась с тех времен. На третий год мне уже появилось желание учиться. Я поступила на подготовительные курсы вечерние. После работы ходила на эти вечерние курсы, заново всю эту учебную программу прошла, училась, готовилась к поступлению. И на целевые места я поступила. И вот Дмитрий Илларионович, когда узнал, что я поступила, он меня вызвал к себе в директорский кабинет, и из своего директорского фонда вдруг он мне выделил 150 рублей. Это такие большие деньги были, 150 рублей. Это к тебе на учебу. И вот этот поступок его, да, меня до сих пор волнует. Я ему не родня, никто, да, малознакомая, ну такая молодая девушка, которая якуточка, да, он такой большой человек, там депутат, руководитель такого большого предприятия, да, и такое внимание он мне по-отцовски уделил, и мне дали возможность еще даже выбрать или в Питер, тогда назывался Ленинградский сельхозинститут, или Новосибирский. Мне очень, конечно, так захотелось в Ленинград, думаю, ой, там столько там музеев, столько там культурных центров, думаю. А потом вдруг вспомнила погоду. Я не люблю дожди, дождевую погоду не люблю. Ой, 5 лет под дождем учиться. Нет, я лучше ближе к своей природе и выбрала Новосибирск. А в Новосибирске меня ждал Егор Афанасьевич, оказывается. Познакомились мы в сентябре месяце. Он прибыл с практики учебно-производственной. Он был старше курса, учился на факультете механизации. А я училась поступила на зооинженерный факультет на первый курс. В октябре обычно всегда бывает посвящение в студенты. После торжественной части, там все такое, начались танцы. И так в полумраке обычно молодежь танцует, и вот такие медленные танцы. И меня кто-то всегда приглашает. А я, очень такая была стеснительная. Я даже не смотрела в лицо, кто меня приглашает. Танцует, да танцует, приглашает, да приглашает. Ладно, оттанцевали, вечер закончился, пришли в общежитие и начали подводить итоги этого вечера, так скажем. И девочки все Борисов Гоша, да Борисов Гоша, все у них на устах. А я спрашиваю, а кто такой Борисов Гоша? Вот ты даешь, говорят, Паша. Ты же с ним целый вечер танцевала с Борисом Гошей и не знаешь, что ли? Ой, я даже его не запомнила, говорю, даже в лицо ты ему не заглянула, говорю. Ты даешь, начали смеяться надо мной. Вот так вот, оказывается, Борисов Гоша меня все время приглашал, а я даже его не запомнила и не заметила даже, какое он из себя лицо. А потом он начал приходить со своим другом, они вместе жили, этот друг был Кокарев Александр. Они приходили в нашу комнату и приглашали всех нас, девочек, в кино. И мы все шли, 6 человек нас жило в комнате, и мы все шли с 2 мальчиками в кино. Они нас угощали мороженым, конфетами. Мы все это воспринимали как должное. Так для нас это было хорошо на первых порах все. А потом я заметила, что на нас только тратятся, да, и как-то нехорошо, да, получается. Мы как-то разговорились и все такое. И я узнала, что он из многодетной семьи, что он старший, что у него одна мама. Я сразу, человек такой, тоже как старший, все это перевела на деньги и говорю, ой, девочка, так больше делать не будем. Вот они ходят, вдвоем ходят, да, и мы не знаем, кому они ходят, кому приходят. Главное, никого не выделяют, из всех нас, вот сколько там есть человек, 5 человек, 4 человека, 6 человек, все мы с ними ходили в кино, и мы не знали, кому они приходят. И в один прекрасный вечер с нами жила одна девочка, она была детдомовская, и она говорит, а я знаю, кому Гоша приходит. Да,
А кому он приходит? К тебе, Паша, приходит он. Да ты что, говорю, да, он к тебе приходит. А ты что, не замечаешь, что ли? Нет, я не замечаю, говорю. Он же ко всем нам одинаково относится. Нет, он к тебе приходит. Ну, и с тех пор девочки, когда это все стало, уже было озвучено, девочки стали потихонечку отходить и оставлять нас вдвоем, чтобы мы только вдвоем шли в кино. Ну так мы дружили 2 года. Егор Афанасьевич 2 года за мной так вот ходил, и, ну, видимо, он не знал, конечно, что надо делать какое-то предложение, там что-то, да, должен делать, видимо, он этого не знал. И он вдруг сказал, что-то бесполезно я хожу, я решил бросить учебу и уехать домой. Я сразу представила его маму. Я представила ее печальное лицо, если вот сын вернется, да, бросить учебу. Он был очень таким способным студентом, хорошо учился. Это же ее надежда, это старший сын, да, что он бросил учебу и бросил из-за кого? Из-за меня, да, что я как будто бы буду виновата в том, что он бросил учебу. Мне этого не хотелось, и я как-то, ну, у меня другие были намерения уже, да, думаю, нет, ты не бросишь учебу. Завтра идем в ЗАГС, сказала я. И завтра мы с ним поехали в ЗАГС, подали заявление, потом решили позвонить моей маме. А тогда же только междугородние переговоры были. И вот мама моя прибегает, ну, переговариваем, да. И он по телефону у него спрашивает на якутском языке, разрешаешь ли ты выдать дочь свою, ну, за меня отдать, да. А она говорит, бери, пожалуйста, бери, вот так вот. Пожалуйста, по-якутски. Да. А мне даже, когда так услышала, мне даже обидно стало, что она как-то вот, как задержалую вещь, отдает какую-то, и как-то немножко меня это задело. Шутки шутками, но мамино сердце подсказало, что этого парня упускать нельзя. Никто тогда не предполагал, что паренек из бедной семьи сделает головокружительную карьеру от инженера-механика до главы республики. Получив благословение от мамы невесты, молодые студенты играют веселую свадьбу. Регистрация нашего брака прошла в таком центральном доме ЗАГСа, очень красивом таком центральном доме ЗАГСа. Я очень хорошо помню этот процесс нашей регистрации. Платье мне шила моя студенческая подруга, она же была у меня шафером. И костюм мы заказывали для Егора Афанасьевича, уже в ателье, все такое. Он меня из ЗАГСа вынес на руках и через всю площадь, такую большую площадь, пронес до машины. И он говорит, я все боялся, что я тебя не успею донести до машины. Он только этого боялся, но вот донес. Наша первая свадьба была студенческая свадьба, которую нам организовали это в 1977 году, 17 августа. Это день нашего бракосочетания, создания нашей семьи. В этот день студенты обычно сбрасываясь там, по-моему, по 10 рублей, что ли, сбрасываясь, организовали для нас свадьбу, которую мы сыграли в частном доме. И я помню, нам подарили вот эти тарелки. Тарелка для первого, тарелка для второго. Этот набор тарелок, и мы его долго сохраняли. И до сих пор у нас сохранились вот тарелки от супа для первого и от второго. И я с большой такой теплотой всегда, когда перебираю посуду свою, да, вот поглаживаю эти тарелки, и сразу воспоминания о нашей свадьбе. И у меня со свадьбы наш сохранился чарон, который подарили нам наши общие друзья, Нахсоров Саша, там, Яковлев Александр и Зема Иванов. Только потом узнала, что это Зема, это не имя, а просто, ну, прозвище это Зема. Земляк, это слово Зема. Он себя всегда говорил Зема, всем так. Мы так его звали Зема да Зема. И даже он так и написал на чароне не имя свое настоящее, а Зема.
После студенческой свадьбы в Новосибирске молодожены поехали в Чурапчу, на родину мужа, где молодая жена наконец-таки познакомилась со своей свекровью. В конце августа Егор Афанасьевич и я приехали в Чурапчу, и нас возле калитки встретила его мама Прасковья Ильинична Борисова. Это моя свекровь, которую я очень уважаю, ценю, люблю и преклоняюсь перед ее мудростью, стойкостью, большим терпением. Мама, конечно, организовала для нас свадьбу. Мы ее делали во дворе от нашего дома, усадьбы Борисовых. Накрывали шатер, столы. Такая подготовительная работа была очень долгая. Все мы участвовали. Соседи, родня, все дети, которые, мы сами с Егором Афанасьевичем не сидели, сложа руки все. Так легко все это делалось, с шутками, прибаутками, да. Ну а сама свадьба была очень веселая. Все пели, кто умел, не умел, но всем хотелось что-то высказать такое от души. И вообще по жизни я у нее многому научилась. Она была очень мудрая женщина, жила в таком мире и согласии со всеми соседями, с коллегами по работе. Главное, была очень такой гостеприимной, радушной хозяйкой своего дома. И кто бы ни заходил в ее дом, она всегда их встречала с улыбкой, горячим чаем. Быстро-быстро очень могла состряпать оладьи и угощала их такими горячими оладьями. Вот этим она очень славилась. И вот этот запах оладьев, да, это самое такое основное блюдо в семье Егора Афанасьевича с детства. Все они любят оладьи, да, и он очень любит оладьи. И когда он уезжает в командировки, я всегда его встречаю с горячими оладьями до сих пор. Но она очень общалась с детьми своими, очень много общалась. Вот это общение, я считаю, ее главным таким воспитательным методом, именно воспитания своих детей, которого сейчас не хватает современным нашим родителям. Общение. Конечно, для матери 8 детей в быту, на работе очень было много забот, работы семейной, да, домашней, там стирка, уборка, подготовить ужин, обед, и завтрак и так далее. Да. Она всегда была занята какой-то работой хозяйственной, домашней. Но как только появлялись дети на пороге дома, она все это оставляла, встречала, накрывала стол, встречала их и так садилась, наливала чай, там, готовила, вот так садилась, подперев руки, она была готова их выслушивать. И они рассказывали, дети, о своих новостях в школе, какую оценку получили, что изучили, что там в школе у них было, какие мероприятия прошли. И каждый ребенок как-то отчитывался, она все слушала, хвалила за оценки, не ругала ни за тройки. Это большое терпение с каждым ребенком побеседовать. Я этому всегда удивлялась и сейчас ее уважаю. Видим именно этот метод воспитания, именно выслушивать своего ребенка, беседовать, поощрять, поддерживать. И вот мы 2 студента из республики, вдвоем живем. У нас первенец, девочка родилась. Оба учимся очно. Рядом нет ни бабушки, ни дедушки, ни няни. По очереди бегаем на занятия, по очереди занимаемся, смотрим за ребенком. У нас не было ни паники, ни то, что там кого-то звать на помощь, не ругались, ничего, но очень, так скажем, мужественно, все это как должное, должно как будто быть. Кормили ребенка, следили, все такое. И это, конечно, первый ребенок, он накладывает такую большую ответственность. Он работал, разгружал вагоны, кочегарил, в деканате у себя работал чертежником. И на эти деньги мы жили. Годы эти, конечно, были очень напряженными, тоже учеба, уход за ребенком. Деканат нам шел навстречу. Прошли студенческие годы. Молодые специалисты приезжают на родину мужа, в Чурапчинский район. В Чурапче мы прожили 12 лет, Я сразу устроилась на работу в райкоме комсомола. Я была членом партии, меня как-то взяли на учет, и
предложили вот эту должность инструктора райкома комсомола. А Егор Афанасьевич уже работал руководителем уже этого сельхозтехники предприятия. Такое было большое, крупное сельскохозяйственное предприятие, которое обеспечивало техникой все совхозы Чурапчинского района. В райкоме комсомола я была принята на должность инструктора по сельскому хозяйству. Была жесткая партийная дисциплина, слово «семья», слово «мама», «дети». Тогда в счет не шли. Было очень трудно работать, совмещать материнство с партийной работой. Очень трудно было для женщины. В партии нет женщин, в партии только члены партии. Поэтому вот эти интересы семьи, интересы матери, они никогда не считались. Действительно, в советские годы и млад, и стар трудились без выходных. Не щадили даже молодых мамочек. Прасковья Петровна, застав всю мощь партийной махины, так же, как и остальные мамы, не сидела в декрете. Сегодня она, как никто другой, понимает, что мамочки, особенно многодетные, нуждаются и в помощи, и в поддержке. Поэтому, пройдя большую жизненную школу, сначала в райцентре, затем в мэрии города Якутска, а потом и в администрации правительства республики, Прасковья Петровна берется за новое и очень нужное дело. С Прасковьей Петровной Борисовой я знакома, в общем-то, с 2003 года, потому что я пришла работать в администрацию уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. И все эти годы я, все равно же наблюдаешь за людьми. И мне понравилась она своей скромностью, своим достоинством, что она так хорошо работает. И вообще вот на ней нет совершенно ни грамма, лучшести, чем кто-то. Поэтому это очень хорошее качество, скромность Прасковьи Петровны. Я знала, что она супруга Егора Афанасьевича, а у меня была всю жизнь голубая мечта. Вы знаете, вот смотришь на иностранных руководителей, у них всегда жена чем-то занимается, благотворительностью. В общем, такие красивые женщины, такие знаменитые, такие деловые. И я все время присматривалась, думаю, что же мне сделать, как ее подвигнуть. И тут вдруг организовалась в России российская общественная организация «Матери России». Мне это так понравилось, потому что я хотела, чтобы у наших матерей с детьми была своя организация. И вот мне нужен был такой человек, который смог бы это все организовать. И я почему-то так хотела, чтобы это была первая леди. Я сразу прибежала, сказала, вот посмотрите концептуально, это семейная политика. Она долго не соглашалась. В конце концов, она говорит, давай посмотрим, что из этого выйдет. Это было очень новое дело. Я вообще даже с какой стороны подступиться даже не знала. Но, конечно, вот мне Анна Афанасьевна, она мне очень помогла. Она говорила, вот эта тема «мама, семья» – это самая такая востребованная тема, самая близкая для людей тема. Здесь ты не ошибешься нигде. Вот так она говорила. Что бы ты ни сделал, что бы ты там ни создавала, что бы там для каких-то мероприятий, здесь ты не ошибешься. И самое главное, она сказала, давай возьмем тему здоровья. Здоровье, оно всегда для нас очень близкое по духу, для человека, для каждого, для мамы, для ребенка, для всей семьи это здоровье. И провозгласили, объявили себя, свое направление работы, что вот именно проект «Здоровая мама, здоровый ребенок» это будет нашим первым общественным проектом, по которому мы начинаем работать. Совместно с Министерством здравоохранения был составлен проект этой программы под этим названием «Здоровая мама, здоровый ребенок». И в первую очередь в те годы мы занимались организацией информационных мероприятий, разъяснительных, всякого рода, очень много различных
акций проводилось совместно с Министерством здравоохранения, с медицинскими учреждениями здесь, в городе Якутске. В клиниках бесплатные осмотры женщин, матерей. В 2017 году заключили соглашение с акционерной компанией «Алроса» и договор заключили по финансовой поддержке выездов в отдаленные северные улусы нашей республики, чтобы охватить население жителей таких отдаленных уголков. 5000 жителей Крайнего Севера осмотрены врачами нашими, да, за что мы очень благодарны. И вот так работает наш проект «Здоровая мама, здоровый ребенок». И притом эта помощь не то, что там одноразовая, она делается в системе. Вот что меня радует в организации вообще деятельности нашего регионального отделения. Я люблю системность в любой работе, в любом деле. Когда есть системность, одно из другого вытекает само по себе. Со здоровьем связано, оказалось и духовно-нравственное воспитание девочек. Со здоровьем оказалось и духовно-нравственное воспитание наших мальчиков. Со здоровьем, конечно, связано и вообще работа с нашими тоже матерями. Все это было взаимосвязано. Одно из другого вытекало. На сегодня вот, самым таким трудным, да, участком нашей работы является работа с девочками. Потому что нет государственной поддержки. Чтобы с девочкой работать, мы должны работать над ее духовно-нравственным началом. Мы должны работать над ее здоровьем. Мы должны работать над ее общим развитием, ее психологию знать, развитие девочек. Мы должны так воспитать девочку, чтобы из нее получилась хорошая в будущем мама, достойная мама. Мы должны очень целенаправленно, всесторонне работать с девочками, воспитывать их. Должна быть государственная поддержка, государственный подход, поддержка со стороны органов государственной власти. Прасковья Петровна очень желанный гость в нашей школе. И обычно это бывает в начале учебного года, 1 сентября, когда мы проводим вот первые классные часы. Прасковья Петровна очень хорошо, душевно рассказывает нашим девочкам, старшеклассницам, значит, про свою юность, молодость, да. Девочки задают очень много вопросов. Вот такие теплые встречи, конечно, они нужны. С Прасковьей Петровной нас связывают акции. Это письмо матери сыну, когда мамы пишут трогательные, теплые письма, да, своим сыновьям, которые служат там в армии и так далее. Каждый год принимаем участие в акции «Бессмертный полк», и именно вот бессмертный подвиг матерей мы несем портреты тех матерей, чьи сыновья ушли вот воевать и не вернулись, да, и не просто несем вот эти портреты, а до этого проводим же классные часы, мы рассказываем, откуда они, сколько сыновей они потеряли, да, и когда вот в обществе так остро стоит воспитание патриотизма, да, и, конечно же, вот такие акции, мероприятия, которые проводит общественная организация «Матери России» под руководством Прасковьи Петровны, они очень необходимы и они очень востребованы. Материнство считается самой трудной из всех существующих работ, но именно материнство приносит самую настоящую и искреннюю радость. Сегодня Прасковья Петровна является не только мамой 2 замечательных, уже взрослых и состоявшихся дочек, но и счастливой бабушкой.
Когда у женщины рождается ребенок, она начинает понимать, что с этого дня ее сердце бьется уже в другой груди. Это чувство ответственности обостряется еще и тогда, когда мама становится многодетной. Что меня радует, в нашей республике уделяют много внимания многодетным семьям. И не просто уделяют внимание, а именно указами наших президентов или указом главы они награждаются первой, второй степенью за многодетность. Им вручаются вот эти медали, мало этого, с денежными вознаграждениями. Перед нами многодетная семья Кондратьевых из Нюрбинского улуса, у которых 7 детей. И указом главы Республики Саха-Якутия в этом году, в год матери, Жанна Олеговна удостоена почетного знака «Материнская слава 3-й степени». От имени нашего якутского регионального отделения хотим вручить вам наше поздравление. Спасибо. И такой небольшой подарочек с Днем Матери. И пожелать вашей семье благополучия, счастья, всех успехов, достижений в семье. С такими добрыми напутствиями и пожеланиями Прасковья Петровна обращается ко всем семьям республики. Эти слова идут от самого сердца, из самых потаенных мест души, которые когда-то глубоко-глубоко заронила ее мама. Ну, о маме, вообще о матерях можно говорить очень много и можно говорить вечно, да. Для меня мама – это живой пример, она у меня сейчас мама живая, пример большой силы воли, характера, трудолюбия, мудрости. Вот это вот, что много работать, напряженно работать, это все у меня передалось от мамы. И я ей за это очень благодарна. Вот такие они, матери Якутии и матери России. Сильные духом, выносливые, трудолюбивые. Матери, работающие наравне с отцами. Матери, у которых на руках их дети, их семьи и вся страна. Без них нет ни того, ни другого, ни третьего. Они наши ангелы-хранители.